Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 октября. Это у нас будет с вами пятница. Смотрим мы все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Смотрю я на колоде «Цыганский пасьянс». Смотрим Овны, 11 октября, пятница, события дня. Покажите, что будет у Овнов в пятницу. Дерево, первое событие. Дерево. Череп. Болезнь. Расческа. Неприятность, болезнь. Солнышко вечером выпадает. Это хорошо. Возможно, все разрешится к вечеру. Горизонтали, вертикали не вижу, диагоналями мы с вами не соединяем, не забывайте об этом. Получается 4 события. Приглашение у вас может быть в пятницу, какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Это не обязательно болезнь. Может быть, вы уже записаны к врачу, на прием, там, на диагностику, там, на УЗИ и так далее. Возможно, это, может быть, это косметолог, массажист. Это что же здоровье? Так что вот тут проиграется тема здоровья. Будет какая-то неприятность. Неприятность может быть. И показывает вечером карта Солнца. Это карта радости, классного настроения, веселья и так далее. Так что я думаю, что к вечеру все должно наладиться. Благодарю за внимание, Овны. И перехожу я дальше к Тельцам. Тельцы, 11 октября, пятница, события дня. Интимная связь. Цыпленок. Подарок. Бокал нельзя. Ой, 2 карты. Так, дерево еще есть. У вас какой-то, знаете, такой больше на выходной похоже. А может быть, у вас пятница, выходной будет. Так. Значит, здесь еще есть якорь. Тоже якорь всегда показывает остановку, зависание где-то, отсутствие каких-то действий. В принципе, то, что мы и видим. Так, ну здесь нет. Значит, смотрите, получается общение с детьми, с семьей в этот день, приглашение, подарки, возможно, это какое-то событие, интимная связь, кровать. И якорь показывает, что день такой очень пассивный. Нет каких-то событий, нет движения. Вы как будто вот можете вообще на одном месте его провести по якорю. Вот такая информация для вас. Вот и говорю, похоже на какой-то выходной с событием. Когда мы там идем кому-то на день рождения или там на свадьбу, еще куда-нибудь. Так что такая информация для вас на пятницу. Ну, зато все события хорошие.
приятные общения, подарки. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. 11 октября. Близнецы. События дня. Близнецы. События дня. Покажите мне. Колокольчик. Цыпленок. К сожалению, колодец. Бабочка. Новость. Молния. И неприятность. Прям видите, рядышком неприятность и разочарование. Свиток нельзя. Мешок с деньгами. Так, ну и конечно же, смотрим периметр, крайние события. Дерево вот еще есть. Здесь не вижу. Получается, у вас в этот день пустые разговоры с кем-то, болтовня, приглашение куда-то, общение с семьей, с детьми, приходят новости в электронном виде, ну, всякие там письма, смски, деловой разговор, неприятность, разочарование, предупреждение и какие-то события, связанные с финансами. Ну, по мешку чаще это расходы, чем доходы. Ну, вот такие события для вас. Даже с предупреждением, видите, здесь. Может какая-то неприятность произойти. Благодарю за внимание. Близнецы, перехожу к ракам. Раки. 11 октября. События дня. Пятница. События для раков. Сразу же успех выпадает. Успех в работе, в делах. Подарочек нельзя. Чашечка чая, гости. Деловая встреча. Возможно, вот эта встреча пройдет для вас успешно. Рядом же успех. Может быть, кстати, знаете, как чашка чая проиграется не как гость, а, например, встреча где-то в кафе, в ресторане, там, где можно выпить кофе, там что-то перекусить. Змея. Прибыль. Якорь. Череп, череп. Дерево.
Горизонтали, вертикали я не нашла. Значит, смотрите, успех в делах у вас будет в пятницу, деловая встреча, гости, финансовая прибыль, финансовые поступления, приглашение куда-то. Это из плюсов. Из минусов змея, общение с человеком, у которого длинный острый язык. Якорь показывает остановку где-то надолго в этот день. Вот прям когда там 2-3 часа на одном месте человек находится. Бывает, что даже что-то держит по якорю. Как якорь держит корабль, так и вас что-то будет держать. И тема здоровья тоже может в пятницу проигрываться. Вы можете себя, допустим, там не очень хорошо чувствовать. Так что вот такая информация для вас. Кстати, змея это может быть медик, врач. Может проигрываться, например, идете в больницу к врачу. Ну вот так. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Смотрим львы, 11 октября, события дня. Львы, пятница. Корона выпадает, первое событие. Лебедь. Дорога. Свиток нельзя. Шарики. Венок. Чашечка. Дорога в гости, дорога в кафе. Так, здесь нет, здесь не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Бокал еще есть. Застолье. Гости, застолье. Кровать. Интимная связь. Здесь не вижу. Получается, в этот день общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком может быть. Кто-то в короне. Представитель закона, власти, госструктуры. Дальше. Кстати, знаете, как может проиграться вместе с верностью? Это может быть свадьба. Верность – это пара, которая становится семьей. Свадьба в этот день. А это тот, кто женит. Так что вот так может быть у кого-то. Тут еще просто выпадает застолье и гости. Интимная связь. Знаете, как на свадьбу похоже. Ну ладно, не будем привязываться к свадьбе. В общем, общение с каким-то человеком, который представляет госструктуры, гармоничные отношения в паре, может быть даже какое-то событие в паре в этот день, дорога, гости, застолье, интимная связь, успех в делах и хорошие новости. Прям шикарный день у вас будет в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу к девам. Так, следующий у нас девы. 11 октября. События дня девы.
Ой, чуть не убежала. Обман, маска, первое событие у вас, видите, сразу предупреждение для вас. Ожидание. Неприятность, опять же, неприятность, обман. Возможно, это одно событие. Тайная какая-то встреча. У меня, знаете, какое тут ощущение, что если вам скажут в пятницу, что вам надо что-то подождать, карта ожидания, неприятность, то вы этого никогда не дождетесь. Допустим, вы что-то оплатили, вам говорят, ну мы там завтра, послезавтра вам пришлем. Или там, допустим, вы заказываете какую-то мебель, то здесь карта говорит обман. Вы этого не дождетесь, будете ждать 100 лет и ничего не дождетесь. Поэтому будьте в пятницу осторожны. Угу. Ссора, метла. Корона. Общение с важными, влиятельными людьми. Обращение к органам власти, может быть. Угу. Ну, хоть что-то приятненькое. Исполнение желания. И здесь нет. Смотрите, одни предупреждения, кроме вот цветочка. Обман. Маска показывает, что люди одевают на себя маски, прикидываются порядочными, хорошими, а в итоге разочарование, в итоге неприятность. Неприятность, долгое нудное ожидание, с кем-то может быть небольшая ссора, выяснение отношений, общение с влиятельным человеком, тайная встреча и исполнение желания. Ну, вот такой день. Не самый приятный, скажем так. Ну, будем надеяться, вам удастся избежать этого обмана, этой неприятности. Для этого мы с вами расклады и делаем, чтобы этого избегать. Благодарю за внимание, девы. Перехожу дальше к весам. Весы, 11 октября, события дня, пятница. Якорь. Первое событие, которое я увидела, до этого не вижу ничего. Ключик. Угу. Нет. Горизонтали нет, вертикали. Вертикали тоже не вижу. Два события только нашла. У вас много событий, знаете, как вокруг да около. Или рядышком выпадают, или много по диагонали. Ну вот, ну иногда так бывает. Значит, смотрите, что я увидела. Я увидела только якорь. Опять же, якорь показывает, что вы как будто бы стали на якорь, и ничего не происходит. Может быть, вы вообще там целый день проводите, например, дома по якорю. Либо на работе, но тогда там никаких действий нет, потому что ничего нет, видите, никаких событий. Ну, либо это просто такой обычный день, когда нет событий. Якорь, остановка, как будто бы вы замираете, пауза. Нашла еще домик. Дальше по домику могут быть какие-то события дома, домашние дела. Вот домик показывает. Остаетесь дома, занимаетесь обычными там, бытовыми моментами. И ключ может показывать, что в этот день все в ваших руках. То есть все будет зависеть от вас, от того, чего вы желаете. Видимо, вы ничего не желаете, поэтому ничего не происходит. Я думаю, вот так. Еще ключ может показывать, что этот день он будет какой-то особенный, важный.
Опять же, день рождения, да, вот весы, у кого-то будет день рождения, может быть, поэтому показывает важный день, события дома, вы готовитесь к дню рождения, и поэтому якорь проводите дома. Ну, вот как-то так. Ну, самое главное, что ничего плохого. Это самое главное. А так, в целом, видите, такой очень спокойный день у вас будет в пятницу. Если вдруг у вас день рождения, я вас, конечно же, поздравляю, весы. Желаю вам хорошо погулять, отметить в пятницу. Смотрим дальше. Скорпионы. Скорпионы, 11 октября, события дня. Пятница. Что будет у скорпионов в пятницу? Казенный дом выпадает, книга. Яблоко, слезы. Корабль нельзя. Угу. Здоровье. Тут, видите, может быть какая-то проблема со здоровьем, слезы. Может быть, что-то будет сильно болеть. Скандал. Но опять же, тут может быть еще другая ситуация. Сильный скандал с кем-то до слез, глубокие переживания. И это результат болезни. Например, там поднимается давление, начинается головная боль из-за этого скандала. Может и так проиграться. Так, проверяем, что у нас здесь с вами. Интимная связь. Нерешенный вопрос. Это, скорее всего, в казенном доме может быть. Бабочка. Тоже вот подсказка, смотрите, деловой разговор и рядом скандал. То есть, возможно, конфликт, скандал, именно рабочие моменты какие-то. Получается, в этот день у вас интимная связь, выпадает посещение госучреждения, казенный дом, нерешенный вопрос. Но, кстати, он скоро решится. Видите, по периметру выпали уже ножницы. Может быть, там в начале следующей недели вопрос решится, но в пятницу не решится. Слезы, переживания, скандал, ссора, деловой разговор и какие-то могут быть там вопросы по здоровью в пятницу. Так что вот такой вот день. Не самый приятный. И ссора, и нерешенные вопросы, и здоровье, в общем. Хотелось бы получше. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Стрельцы, 11 октября. Октября, события дня, стрельцы. Ножницы. Нерешенный вопрос, который решится. Удача. Ну, тут, видите, повезет, карты говорят. По идее, вопрос должен был не решиться, но благодаря удаче все получится. Интимная связь, кровать.
гости. Цыпленок. Ну, здесь не вижу горизонталь, вертикаль. Получается, в этот день может быть нерешенный вопрос, но он у вас решится. Ножницы выпали. Удача, везение, гости, общение с семьей, с детьми, может быть какой-то семейный ужин и интимная связь. Так что, видите, все хорошо и в личной жизни, и гости, и удача, еще и решение какого-то вопроса, хотя он мог не решиться, потому что выпала цепь. Но тут как-то сильно вам поможет удача, стечение обстоятельств. Благодарю за внимание и перехожу к козерожкам. Смотрим козероги. 11 октября. События дня козероги. Шарики. Ножницы уже нельзя. Метла. Бабочка. Успех. Смотрите, деловой разговор, деловое общение для вас может очень хорошо закончиться. Успех. Каким-то результатом. Победа. Еще и победа выпала. Достижение цели. Чашка чая. Ну, здесь не вижу. Получается, в этот день вас ждут хорошие новости, позитивные, радостные. Вас ждет успех, победа в делах, деловой разговор, деловой рабочий, гости. И единственный минус у вас выпал — это метла, небольшая ссора с кем-то, разногласия, непонимание, когда вот у нас там есть два мнения, мы не можем договориться. Но иногда еще метла может показывать наведение порядков, уборку. Поэтому, может быть, в вашем случае таким образом проиграется тогда. Вообще будет замечательный день с победами, успехами и хорошими новостями. Простите, убежала. Сердечко убежало. Благодарю за внимание, козероги. Переходим к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. 11 октября. События дня водолеи. Казенный дом. Книга. Конверт. Получение. Получение, может быть, какого-то документа, информации в казенном доме. Важного письма. Ключ. Смотрите, очень важный ключевой день. День, когда вы можете найти ответы на какие-то вопросы. Ключ, знаете, как открыть что-то для себя. Солнце, радость, удовольствие, позитив, оптимизм.
дружба. Может быть, здесь друг, приятель поможет что-то открыть для вас. Даст вам ключик. События, видите, рядышком выпали. Так. Так, здесь вроде бы нет. И здесь вроде бы тоже не вижу. Подарок нельзя. Ну и здесь я не вижу совпадений. Получается, сколько? 5 событий. Первое показывает, что у вас будет какой-то контакт с госучреждением, госструктурами, казенный дом. У вас будет получение важной информации, письма, документа в этот день. Ключ, перед вами открываются какие-то новые двери. Либо находите ответы на какие-то сложные вопросы. Общение с друзьями и очень-очень классное настроение будет. Так что такой шикарный день у вас, Водолей, в пятницу. События все хорошие, особенно вот все, что связано как-то с работой, с деятельностью, там, с делами. Благодарю за внимание и переходим дальше к рыбкам. Остались у нас только рыбки. Рыбы, 11 октября. События дня. Рыбы, покажите мне. Рыбы. 11 октября. Смотрим. Обман. Сразу же предупреждение. Маска выпадает. Цыпленок. Может, будут обманывать дети. Конверт нельзя. Удача. Подкова. Угу, домик еще. События в семье. В семье, в доме. Друзья. Друзья, дети. Может быть, все вместе будете собираться. Вы со своей семьей, с детьми, друзья. Так, свиток нельзя. Угу. Конфликт. Смотрите, скандал ложится рядом с друзьями. Может быть, откроется какой-то обман. Деньги. Мешок с деньгами. Лебедя нельзя. Угу. И все-таки выпал замок, а замок это как раз открытие тайн. Вот у меня тоже идет такое ощущение, что как будто бы откроется тайна, откроется какой-то обман о друзьях, подружках, и, возможно, из этого будет конфликт. Но, опять же, может быть, это не у всех так проиграется, но вот такая история может быть. И если говорить по отдельности, все события называть, то что может быть? Может быть обман в этот день, удача, везение, общение с семьей, с детьми, общение с друзьями, ну, какой-то контакт, взаимодействие, события в семье, в доме, ссора, скандал, финансовые вопросы, деньги выпали и открытие секретов тайн. Вот такой у вас будет насыщенный день, рыбки, пятница. Очень много событий. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.